وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي Тот, кто произнес: «Коль мы окружены, значит от нас им не уйти». أفقات النور تجلت وشموس السعد أطلت وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي خلاني. Ассаляму алейкум, мир вам и милость Аллаха. Братья и сестры, это уже вторая серия про Байсангура. В первой серии мы показали и доказали, что источники есть, что Байсангур существовал. Конечно, это полный бред, то, что писали комментарии. Я понимаю, что люди могут писать такой бред, но если когда это делают уже историки, и когда это делают люди, которые пишут статьи, вот тогда я удивляюсь. В основном в этой серии мы поговорим о том, что находился ли Байсангур в Гунибе, прорвался ли он со своими мюридами через кольцо врагов. Некоторые историки пишут, что вообще про это нету ни одного источника. А также в комментариях я читал, что это выдумка нашего народного писателя Абузара Айдамирова, который он привел в романе «Долгие ночи». И сегодня, иншаллах, мы докажем, что опять эти люди несут бред, что это выдумка Абузара Айдамирова, что до него никто про это не писал, что опять же находятся люди, которые говорят, что нет такого героя по имени Байсангур. Также, кто не видел первую часть, только после просмотра первой части смотрите вторую. Опять же, братья и сестры, никакого национализма, мы просто тоже любим свою историю, своих героев. Мы же прекрасно с вами знаем, как ревностно мы относимся к ним. Если мы будем молчать и не отвечать на эти нападки, то может быть так, что наше подрастающее поколение, увидев только одну сторону эту, то есть людей, которые несут бред, что Байсангура такого не было, что это выдумки, сказки, что есть только одна сторона, где источник есть только один, то, что Байсангура вообще не было в Гунибе, то они могут в это поверить, и понимаете, так как они могут сказать, ну, если чеченцы наши не отвечали, значит, это так и есть. Хотя до меня, конечно же, и Академия наук Чеченской Республики отвечала на эти нападки, а также наш историк Хасан Бакаев тоже отвечал. И он приводит эти же источники, что я и приведу вам. Итак, многие высказывания, которые я читал касательно этого вопроса, это то, что они говорят, что нет источников, что есть только одна версия, что Байсангур отсутствовал в Гунибе. И даже если это так, и даже если он не был в Гунибе, это ничуть не умаляет достоинства Байсангура, ничуть не умаляет его заслуги. Насчет слов, что пребывание Байсангура в Гунибе – это выдумка Абузара Айдамирова, братья и сестры, книги «Долгие ночи» и «Эрбюсниш» написана, была впервые, то есть опубликована в 1972 году. А теперь смотрим. Год 1958. Павленко пишет повесть, «Кавказская повесть», Москва, 1958 год. И в этой повести, то есть до Абузара Айдамирова, он приводит историю, как также Байсангур сказал: «Шамиль, оглянись». Я приведу вам момент, чтобы вы поняли, что он действительно, да, упоминается, что он был в Гунибе, по версии Павленко. И еще, но я не вижу вообще смысла, чтобы тем более вражеская сторона оказала такую честь Байсангуру, видите ли, чтобы вознести его тем, что он хотел идти до конца, когда другие хотели сдаться. Итак, Павленко пишет: «Решившие умереть сходились медленно к Байсангуру. Кто жив останется, соберется в Харачое, выберем себе имама, и да будет наше дело успешно. Жив будешь, ты наш имам». Они обращаются уже к Байсангуру. «Тихо, я все приму, через 20 дней Харачое». Вот Павленко пишет про то, что он, то есть Байсангур был в Гунибе, а до этого он описывает сцену, где Байсангур обращается к Шамилю и так далее. Если захотите, можете сами прочитать. А теперь давайте обратимся к историку, к писателю Шапи Казиеву, который является мусульманином, дагестанцем. Он уже приводит, это уже высомо, он специализируется именно по имаму Шамилю, то есть он написал 2 книги, и в этих же 2 книгах он приводит эти моменты, которые я вам прочитаю. В одной из книг, первой книги, которая вышла в 2001 году, он приводит вот такие слова. Это уже после того, как, когда парламентеры вернулись, Шамиль решил обсудить положение со своими ближайшими сподвижниками. Мнения разделились. Одни считали, что Борятинский хочет обманом выманить их из Гуниба, пишет Шапи Казиев. Другие полагали, что наместнику можно поверить. Третьи прикидывали, сколько еще могут продержаться, если уже столько дней питаются лишь колосьями пшеницы да землянкой. А Наиб Байсангур Биноевский, лишившийся в боях руки, ноги и глаза,
Человек-камень, как называл его Шамиль, убеждал, что нужно биться, пока есть силы, а затем вырваться из Гуниба, как 20 лет назад удалось вырваться из Ахульго. Как видите, это уже дагестанец-историк пишет, а теперь уже другой момент из этой же книги. Наместник был раздосадован тем, что Шамиль не вышел раньше, когда еще можно было успеть к именинам царя. Теперь же все его выгодные предложения отменялись, и Шамилю гарантировалась лишь неприкосновенность его особы и семьи. Но Шамиль все же настоял на гарантии о безопасности и для всех своих сподвижников. Желая поскорее закончить дело, Борятинский согласился. Когда переписали пленных, оказалось, что среди них нет Байсангура Биноевского. Бесстрашный Наиб сумел пробиться из Гуниба с несколькими мюридами. Он продолжал воевать и поднимал восстание, пока в 1861 году не был схвачен и приговорен к повешению. Шапи Казиев, как видите, тоже подтверждает, что Байсангур был в Гунибе и также прорвался через кольцо врагов. А вот сказание народов Дагестана, по бытующим в народе преданиям, Шамиль ясно сознавал безысходность положения и решил согласиться с предложением русских о перемирии. В лакском варианте Шамиль, собрав защитников Хульго, поведал о своем решении. Почти все мюриды согласились с его решением. Лишь чеченский Наиб Байсангур из Биноя настаивал на продолжении борьбы и уверял, что прорвется в Чечню, поднимет там восстание и отвлечет русских от горцев. И тогда Шамиль со своими мюридами сумеет вырваться из окружения. А кто намерен сдаваться, того он застрелит. Также, братья и сестры, я хотел бы вам прочитать несколько строк из поэмы «Пленение имама Шамиля», автором которой является Магомед Бек Аварский, поэт, сторонник имама Шамиля, активный участник Кавказской войны. Я где-то читал, что поэма была написана в 1860 году, то есть уже после года, как Гуниб пал. Это длинная поэма, но я прочитаю последние строки. «Наибы в медалях хоть с виду львы, а в деле, где доблести их, увы. Черкески на них дорогого сукна, да страхом душа под черкесской полна. И только чеченцы стальные с сердца решили до смертного биться конца. Чеченцы обету и чести верны, и сабель их курдских удары грозны». А также в завершении, братья и сестры, я хотел бы привести тоже несколько документов, где упоминается Байсангур. Всеподданный отчет о действиях военного министерства за 1861 год представлен государю-императору 1 января 1863 года. Военные действия на Кавказе. И смуты, произведенные на Ичкерийском и Аргунском округах шайками Байсангура, Атабая и Умадуева, неоднократно отвлекали наши войска на довольно продолжительное время от предположенных занятий. Упоминается Байсангур, как вы видите, в этом документе тоже. Теперь еще один документ, где ведется запись по датам. Февраль 17. Усмирение Ичкерии и взятие в плен предводителя мятежников Байсангура. То есть мы поняли, что есть две стороны. Что есть сторона, которая не признает, что Байсангур был в Гунибе, и та сторона, которая заявляет и признает, что Байсангур был в Гунибе. Байсангур являлся одним из достойнейших сынов Чечни. В этом нет никаких сомнений. Мир вам и милость Аллаха.